привет! Башкирский историко-культурный центр Тимес вам предлагает сегодня мастер-класс по изготовлению скворечника. Когда я обычно делаю скворечник, я всегда вспоминаю свое детство. Почему? Потому что после 1 апреля мы, 80-е годы, когда приходили в школу после каникул, это пионерские годы, и между пионерским отрядом мы обычно организовали конкурс, какой отряд сколько сделает скворечников. И 22 апреля, обычно это такой великий день, день рождения Ленина, обычно подводили итог и награждали отрядов. И сегодня я хочу вспомнить мое детство, сделать и предлагаю вам мастер-класс по изготовлению скворечника. Для этого что надо? Для этого я уже заранее изготовил заготовки. Знаете, по прямым углом я отпилил все детали. И я вам предлагаю, чтобы ускорить наше время, предлагаю просто их собрать. Обратите внимание, что доски, они должны быть именно из некрашенные. Почему? Потому что я уже в своем опыте я знаю, что такие крашенные дома обычно скворцы не приходят, не заселяют, так скажем. Таким образом я забью часть, эту часть, смотрите, чтобы ровно было. Так, я сниму, с вашего позволения, свои перчатки. Я когда-то заканчивал Сибайское педагогическое училище, и первое мое образование — это учитель труда и черчения. Поэтому имеется такой профессиональный опыт, так скажу, который помогает нашей жизни делать такие скажем, необходимые такие моменты. Так. Хорошо. Вообще, это, когда я делаю скворечники, я всегда вспоминаю своей мамы. Почему? Потому что она всегда говорила, что приходом скворцов пришла к нам победа. То есть, в моем понимании, скворцы, они предвестники победы. Предвестники победы. То есть 9 мая, скоро у нас 9 мая, да, вы знаете, что у нас будет великий праздник. Мы будем встречать, весь мир будет встречать этот праздник. Но из моего рода на фронт ушли 5 мажитовых, 5. Только 2 суждено было вернуться домой живым, а остальные 3 моих родственника остались в далеких краях. Пожалуйста, мы делаем такой домик. Так, осталось у нас что? Забить это днище. Так, раньше, я помню, самое трудное было сделать окошко, да, ведь, наши отцы, мой папа обычно прятал свои инструменты, не только у меня, наверное, но и у всех, потому что мы ломали инструменты. А сейчас, видите, имея такое приспособление, легко мы сейчас делаем домик.
что-то плохо у нас идет, наверное, не соответствует размер толщине, наверное, не соответствует. Вот я это почему-то не учитывал, к сожалению. Так, значит, острым мы снимаем вот это данный момент, вот это снимаем, потому что калибр не подходит, мы обычно так говорим. Вот сейчас это дело мы исправим. Осторожно втаскиваем, и, пожалуйста, у нас вот получается такое окошечко, видите. Теперь мы будем запивать крышу. Крышу я всегда предлагаю чуть-чуть сделать, ну, в виде чуланчика. Они обычно сажаются здесь, и они кормят прямо с дверей своих птенчиков. Так. Вот тоже немаловажный такой момент, вот забить, вот это обычно мы в детстве забывали. Вот сегодня я тоже чуть-чуть не забыл, потому что это тоже одна из таких моментов, который действительно требует от нас так. Так, здесь у меня гвозди. Есть гвозди. Сейчас внутри согнем вот так. Так, у нас пока все. Последние момента. Так, где у меня гвозди? Гвозди здесь. Вот.
почти все готово, и остался последний штрих, чтобы я и моя семья с окна смотрели, как наши птички поют. Закрепим вот эту ветку, которую мы брали, чтобы праздновать Новый год. Вот. Дело в том, что мы... Вот, пожалуйста. Вот так появляется вот таким образом новый домик. Новый домик. Ведь в народе говорят, что мой дом — это моя крепость. Вот мы сегодня со своей семьей, скажем, с деревней или моими друзьями боремся таким нашествием, как сегодня многие говорят, да, ведь. И хочу, чтобы здесь заселилась семья, тоже с нами. Они боролись против таких болезней, чтобы такой домик стал крепостью наших скворцов, птиц. Спасибо за внимание.